Это обзор чрезвычайных происшествий. В студии Александр Хавренко. Здравствуйте. В один день в полицию обратились 53-летние и 70-летние жительницы Нерюнгри. Женщины стали жертвами одной схемы мошенничества. Потерпевшие рассказали, что им поступил звонок от якобы сотрудника банка. К ним обратились по имени и сообщили, что с их банковских карт пытаются списать денежные средства неизвестные и что операция совершается в Уфе. Во избежание несанкционированного списания средств сотрудник банка попросил назвать коды подтверждения, которые придут в СМС-сообщениях, а также коды, расположенные на обратной стороне карты. Потерпевшие выполнили все названные действия. При этом одна из женщин начала была сомневаться, можно ли называть код из СМС, так как где-то прочитала, что нельзя этого делать ни в коем случае. Однако звонивший убедил женщину, что код нельзя сообщать только третьим лицам, а ему можно, потому что он сотрудник банка, который пытается предотвратить хищение ее денежных средств. В итоге потерпевшая поверила звонившему и продиктовала все данные. В результате 53-летняя нерюнгринка лишилась 18 тысяч рублей, а 70-летняя 44,5 тысяч рублей. Женщины пояснили полицейским, что неоднократно слышали о данных видах мошенничества, видели информацию в средствах массовой информации, но все-таки попались на уловки мошенников, так как звонившие были весьма убедительны и обращались к ним вежливо по имени-отчеству. В дежурную часть полиции в Якутске поступило сообщение из приемного отделения медицинского учреждения о том, что к ним доставлена 36-летняя жительница столицы с телесными повреждениями. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении указанного преступления. Им оказался 35-летний мужчина. Он дал признательные показания и пояснил, что причинил тяжкий вред здоровью подруги, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В этот день в одной из квартир дома, расположенного по улице Жарницкого, группа людей распивала спиртные напитки. Между потерпевшей и подозреваемым произошла ссора, во время которой мужчина ударил женщину кулаком по голове, после чего покинул квартиру. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нерюнгринскими полицейскими выявлен факт незаконного изготовления боеприпасов. Сотрудниками уголовного розыска по Нерюнгринскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию жителям одного из поселков Нерюнгринского района. Было изъято 12 патронов самодельного изготовления. Согласно результатам экспертизы, данные патроны пригодны для производства стрельбы из оружия с нарезным стволом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия». В Якутске полицейскими раскрыта кража имущества из магазинов спортивных товаров. В отдел полиции номер 4 с заявлением о краже футбольного мяча обратился сотрудник магазина спортивного инвентаря, расположенного в одном из торговых центров города. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже из магазина. Им оказался 34-летний ранее судимый за кражу уроженец Усть-Алданского района. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что, прогуливаясь по торговому центру, приметил брендированный футбольный мяч и, воспользовавшись тем, что продавец за ним не наблюдает, тайно его похитил. Мяч он планировал сбыть, но не успел. В ходе проведения обыска в квартире злоумышленника похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 19 января около часа ночи в пожарную спасательную службу поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на территории микрорайона «Птицефабрика» в Якутске. К моменту прибытия пожарного подразделения через 7 минут в одном из подъездов жилого дома наблюдалось задымление. Благодаря оперативным действиям огнеборцев спасен 1 человек и эвакуировано 10 жителей дома. В результате воздействия опасных факторов пожара пострадала женщина 79-го года рождения. В результате пожара огнем повреждена мебель и имущество на первом этаже в подсобном помещении на площади 5 квадратных метров. Предположительная причина – неосторожность при курении. Виновник и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекалось 2 единицы техники и 11 человек личного состава. В киевский аэропорт Борисполь доставлены останки членов экипажа и пассажиров украинского самолета, сбитого 8 января при взлете из аэропорта Тегерана. К скорбящим родственникам, встречающим борт, присоединились многочисленные соотечественники и руководство страны. Подробности рассказывает Сергей Берец. Самолета 8 января. Это 9 членов экипажа и 2 пассажиров. Лайнер международных авиалиний Украины был сбит силами ПВО Корпуса стражей Исламской революции при взлете из аэропорта в столице Ирана. На борту находились 176 человек. Никто из них не выжил. Останки жертв трагедии в киевском Борисполе встречали их родные, коллеги, обычные граждане и руководство страны во главе с президентом Владимиром Зеленским.
По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, вся страна скорбит о погибших соотечественниках. Иран поначалу утверждал, что причиной гибели самолета была техническая неисправность, но позже признал, что борт был сбит в результате непреднамеренной ошибки и пообещал привлечь виновных к ответственности. Поступают противоречивые сведения о том, где будет производиться анализ информации с черных ящиков. Украинская сторона настаивает на возвращении бортовых самописцев ей. Иран, по сообщению агентства ИРНА, намерен заняться расшифровкой данных самостоятельно. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей.